Всем мои добрые пожелания. С вами SipDay. На этот раз видео посвящено установке программы MediaWiki. Думаю, многие знают Википедию, и Википедия, она сверстана именно в этой программе. В Яндексе набираем «Скачать MediaWiki», и если мы нажимаем на... У нас выскакивает сайт, но и в данном случае идем в самый верхний вариант, и мы здесь будем скачивать русский дистрибутив. Жмем на кнопку «Скачать MediaWiki». Затем идем на свой хостинг, куда мы должны установить нашу программу. И идем, у меня в данном случае ESP Manager, идем в раздел «Каталог». Я сейчас удалю старый пробный вариант и сюда закачиваем Wiki, MediaWiki. Вот этот файл. Жмем ОК. Итак, наш файл скачался, его надо будет теперь разархивировать с помощью этой кнопки «Извлечь». Указываем раздел папки, куда мы хотим его поместить. Так, теперь наш zip файл мы удаляем, он уже не нужен. И те файлы, которые у нас внутри, все файлы должны переместить в корневой сайт, корневой файл, проще говоря. Так, эта папка теперь нам тоже уже не нужна. И таким образом мы сейчас в корневой файл поместили приготовленный для установки программу MediaWiki. Теперь идем в браузер и загружаем наш сайт. Жмем, выскакивает вот такая пиктограммка, да, вот жмем на кнопку Setup the Wiki. Здесь появляется уже инструкция по установке. Выбираем русский язык, жмем кнопку «Далее». Тут ничего не меняем. Я лично оставляю все так есть. И заполняем вот эти вот таблицы по базе данных. Опять идем в наш хостинг. И берем нашу базу. Имя пользователя. Базы данных. Префикс пропишем. Так, хост базы данных local. Localhost. Так, имя базы данных. Так, имя базы данных мы правильно установили. Так, вроде бы верно. Так, префикс и имя пользователя базы данных. Здесь прописываем пароль. Жмем кнопку «Далее». Я здесь практически ничего не меняю, хотя если разобраться в их тонкостях настройки, то там есть кое-какие замечания. Но идем далее мы. Так, теперь называем нашу будущую Википедию.
сайта на MediaWiki, ну, предположим. Пишем имя участника. Это ваш ник. Вы под этим ником будете входить и производить настройку и изменения в записях. Проставляйте свой собственный пароль. Указываете электронный адрес. Произвести тонкую настройку я оставляю и жмем на кнопку «Далее». Итак, профиль прав пользователей. То есть мы отправляем профиль прав пользователей, мы оставляем открытым. Но имеется в виду, что все будут писать. Так, на будущий наш сайт. Здесь пропишем вебмастер. Обратный электронный адрес. Ну, я тут практически ничего не меняю, хотя тут тоже опять-таки по настройкам эти расширения можно будет потом дополнительно установить и сделать. Давайте так установим. Логотип мы тоже потом поменяем. Это тоже потом можно все будет сделать без кэширования. Пока давайте установим так. Жмем на «Далее». Тут можно произвести изменения. Если что-то не так, можно вернуться назад. Ну, в общем, мы идем дальше. Да. У меня здесь выставлена ошибка. Дело в том, что я залил старую базу данных от WordPress, поэтому, видимо, идет конфликт. Начать установку заново. Так. Так, мы сейчас... Сопоставление кодировки. Вот проблема в этом, видимо. Ну, давайте мы сейчас уберем полностью все, что тут есть. Удалить. Итак, наша база чистая. И мы производим установку MediaWiki. Итак, жмем кнопку «Далее». Ничего здесь не меняем. Жмем «Далее». Так, заполняем эти таблицы. Хост базы данных. Имя базы данных. Прописываем пользователя. Префикс. Поставим такой. Зададим пароль базы данных. Так, жмем на кнопку «Далее». Нас пропустили. Я здесь ничего не меняю. Идем дальше. Название вики.
рабочее название, имя участника, Википедия, пароль пропишем, подтверждаем пароль и вставляем нашу электронную почту, жмем на кнопку «Далее». Это у нас будет открытое вики, будут писать все. Я для себя поменял вебмастер. Оставляем все по умолчанию. Будет у нас тема вектор. Использовать по умолчанию эту тему оформления. И URL логотипа тоже будем менять вот в этой системе. Это уже можно будет сделать потом, пока мы установим без кэширования. Далее. Здесь жмем кнопку «Далее». Так, нам говорят, что все здесь установлено, выполнено. Жмем на кнопку «Далее». Итак, теперь мы загрузили. Теперь что? Теперь нам говорят, что мы типа успешно установили, но к нам на компьютер после того, как все здесь установится, автоматом загружается вот этот вот файл. Он загрузился. Вот он. И его надо теперь поместить в корневую папку. Так. Необходимо скачать и положить в корневую директорию вашей вики. Ту же директорию, где находится файл index.php. Так. Возвращаемся в файл менеджера. Идем в каталог. Index.php у нас. Вот он. И сюда же в корневую папку мы помещаем то, что нам скачали. Так. Закачать. Итак, вот local setting. Закачиваем в корневую папку. Так, вот он у нас этот файл. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Я в отдельной вкладке загружу сайт. Вики-движок успешно установлен. Давайте сразу покажу, как можно сменить вот этот вот логотип. Возвращаемся в нашу корневую папку, открываем Local Settings. Вот только что загруженный нами файл. И тут находим такую строчку. Вот Wiki лого. И видите, вот здесь прописано, где находится этот лого. В Research Assets. Давайте мы в отдельной вкладке откроем страничку, чтобы нам не перескакивать из одного в другое. Так, мы идем, ищем теперь Research. Вот Research, да. Идем туда и Assets. Идем внутрь этой папки. И вот видим вот этот лого Wiki PNG здесь. Теперь, предположим, у меня есть намерение логотипом поставить вот такой небольшой рисуночек, бубен. Я его назвал бубен.png. И теперь нам нужно произвести изменения. Вот название вместо вики, но сейчас там поставим бубен. Файл bubin.png сохраняем.
И теперь вот в Research Assets, да, мы сюда загружаем теперь приготовленную нашу небольшую пиктограммку. Загружаем наш бубен. Наш бубен вот он. И перезагружаем нашу основную страничку. Вот у нас появляется бубен, логотип сменен. И таким образом у вас появляется уже своя страничка. С вами был SIP Day Tom. До следующего видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за внимание.